Прежде всего, хотел обратить ваше внимание на поручение, которое дал президент Татарстана на еженедельном совещании в субботу всем профильным министерствам и главам муниципальных образований. Президент Татарстана еще раз подчеркнул, что оформлять к Новому году наши города и населенные пункты нужно, причем максимально используя местные материалы. Празднование Нового года организуется прежде всего для наших детей. Особое внимание должно быть уделено детям из семей, мобилизованных на специальную военную операцию. В этом году новшество. Школьников 1-4 классов пригласят в Кремль на республиканский праздник с елкой и посещением музеев с 21 по 24 декабря. А дети с 5 по 11 класс придут на республиканскую елку в Татнефть-арену 25 декабря. Так что Новый год не отменяется. А теперь к другим темам. Алабуга, наша особая экономическая зона, мощно и громко прозвучала на этой неделе. В интернете развернулась волна восхищения и опровержений. Надо отдать должное руководителю Алабуги Тимуру Шагивалееву и его команде. Сама идея разместить баннер на русском языке на одной из самых известных площадей мира, Таймс-сквер в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, это очень крутая идея. И практически все издания эту новость опубликовали, включая официальный Татар-Информ. Потом пришла волна опровержений, что это чистый фейк. Но руководство Алабуги подтвердило, баннер Алабуги на центральной площади Нью-Йорка – это правда, которая подтверждается камерами наружного наблюдения. Как говорится, я там не был, лично подтвердить не могу, но верю, потому что Алабуга – лучшая в России особая экономическая зона и одна из лучших в Европе. И это то самое место, где сбываются мечты не только у инвесторов. Алабуга еще и возможность сделать карьеру, найти крутую работу, реализовать свои идеи. Все так, и судя по количеству упоминаний, постов, репортажей, созданных на ровном месте на площади в Нью-Йорке, инфоповод, связанный с Таймс-сквер, дал мощную обратную реакцию и был, безусловно, полезен. Однако за всем этим, как говорят, информационным шумом затерялась другая, немаловажная деталь. А что, собственно, было написано на баннере помимо Алабуги? А написано там «Пора возвращаться домой». В данном случае я еще раз снимаю шляпу перед Тимуром Шагивалеевым. Он не просто сделал хорошую рекламу особой зоне Алабуга, но и обратил внимание на очень важную проблему в самый подходящий момент. Алабуга, как и весь Татарстан и вся Россия, делают свой исторический выбор. Мы должны теперь конкурировать с лучшими экономиками мира, с лучшими концернами. А значит, нам нужны, просто жизненно необходимы не только лучшие технологии, но и лучшие кадры. Не уверен, что одного баннера на Таймс-сквер хватит, чтобы в Татарстан хлынул поток айтишников, математиков, электронщиков и так далее. Не на это, я так полагаю, был расчет. Мы сами должны сегодня создать условия, чтобы золотые кадры не уезжали из страны, а оставались на родине. Какие сейчас для этого есть предпосылки, что еще нужно предпринять, в репортаже Тимура Бекмурзина. Алабуга – лучшая особая экономическая зона в России, одна из самых передовых, место для реализации крутых идей и амбициозных проектов. Все так. Один нюанс. Этот свой статус, самый крупный и самый лучший в стране, Алабуга закрепила за собой достаточно давно. Задача удержать чемпионство в России по большому счету не стоит. Она куда более амбициозная. Пришло время конкурировать с мировыми лидерами, говорит Тимур Шагивалеев. И такая задача и ставилась перед Алабугой с 2005 года, когда она, собственно, создавалась. Другое дело, что ситуация изменилась кардинально. Особая зона, которую строили, по сути, под западные инвестиционные проекты, западные технологии, сегодня по определению не может быть таковой. Концептуально Алабуга все так же открыта для любых партнеров и любых инвесторов, но по факту реалии таковы. В той точке, в которой мы находимся сейчас, западных инвестиций не будет. Восточные инвестиции там, из Китая, из других нейтральных стран, они будут проводиться под безрисковые проекты. Мы сами должны инвестировать. Если мы любим нашу страну, любим нашу республику, мы сами должны инвестировать. Вопрос, какие проекты инвестировать и будут ли они рентабельными, конечно, актуален, но опять же реалии совсем другие. Востребовано практически все, и многие позиции, товары нужны, что называется, еще вчера. Все подряд нужно делать. Ну, возьмем авиацию, например. Самолеты не поставляют, нужно делать самолеты. Нужно делать к ним двигатели.
двигателей нужно очень много. Нужно делать авионику, то есть микроэлектронику фактически, да? Нужно делать автомобили, нужно делать серверы и компьютеры. Огромное поле для локализации. Традиционный вопрос, где взять деньги под эти новые производства, конечно, ключевой, но технологически вполне решаемый, считает Тимур Шагивалеев. Мы не будем здесь первооткрывателями, по этой схеме поднималась Америка времен Великой депрессии. По ней сейчас работают многие успешные особые экономические зоны в Китае. Вы удивитесь, так сегодня работает и сама Алабуга. Особая зона берет инфраструктурные кредиты под будущие налоговые доходы. В этом году заключено стратегическое соглашение с банком ВТБ. На эти средства строят, развивают проекты. В этом круговороте инвестиций, технологий и ресурсов нужно правильно расставить приоритеты. Для Алабуги сейчас приоритет номер один – это кадры. Инженер автоматизированных систем управления производством компании Rockwell Volga Дмитрий Склямин вспоминает, как на вакансию инженера они искали человека больше года и так и не нашли. Вопрос не в зарплате, она на предприятии высокая, а в компетенциях и знаниях. Кого искать? Вот, кого искать? На стороне проблема. Их нет. Вот. Мы искали чуть ли не год. Вот. А ребята уже подготовлены. А действительно, зачем искать людей на стороне, тратить деньги на их переобучение, если можно сразу подготовить молодые кадры под свои нужды, оборудование и технологии? Одна из целей Алабуга Политех как раз закрыть кадровые потребности своих компаний-резидентов. Но не только. Сегодня Алабуга Политех позиционирует себя как уникальный и крупнейший в стране центр по подготовке специалистов мирового уровня. Главная фишка, если можно так выразиться, тесная связь теории с практикой. Особенность Алабуга Политех в том, что здесь установлено, применяется самое реальное оборудование, которое точь-в-точь, один в один установлено на реальных объектах особой экономической зоны, как, например, вот эта распределительная подстанция на 10 киловольт. Поэтому ребята, когда приходят на объекты, они могут свои навыки применять на практике, ничего не боясь. Обучение бесплатное, поступление на конкурсной основе. Сегодня в Алабуга Политех обучаются и одновременно работают ребята из самых разных регионов России. Здесь у нас, на этом модуле у нас проходит проверка корпуса, бракуется он или нет. Если не бракуется, проходит на стол. Артур Галеев из Башкортостана, студент первого курса по специальности микроэлектроника. Выучил какой-то материал, сразу попробовал его, как эта теория взаимодействует с практикой. Иван Рожин, родом из села Грахово в Удмуртии, поступил на специальность робототехника. Я приехал сюда, меня провели по всем аудиториям, по всем лабораториям. Я посмотрел здесь как и все. Мне это очень заинтересовало, и я увидел свою дальнейшую жизнь в Алабуге. Это HMI-панель. Эту программу я писал еще на своем WorldSkills. WorldSkills я сдал на 90%. Знакомьтесь, Никита Сидоркин, родом из Ставропольского края, приехал к нам из поселка под названием Изобильный. Как и все его друзья-товарищи, совмещает учебу с работой на ОС Алабуга. Никита работает в службе развития новых площадок особой зоны. Говорит, нагрузка, будь здоров, и сейчас он к ней почти привык, не то что раньше. Тяжело, конечно. Но многие сдаются на первом курсе, буквально первые пару месяцев. Кто-то увидел расписание, такой, не, до свидания. Вот. Кто-то поучился, понял, что не сможет. Ну, кто справляется, сразу видно, что ребята уже как бы сильные. Учиться не заставляем. То есть мы смотрим, как они себя проявляют, как они сами учатся. А за первый курс отчисляется порядка 25% набора. Это нормально. Это нормальный отсев, потому что нужны мотивированные сотрудники. Средний возраст сотрудников Алабуги 28 лет, так что визуально определить, кто из этих молодых людей руководитель проекта с зарплатой до 700 тысяч рублей или студент, сложно. Здесь принципиально не делают различий на студентов и опытных работников. Все они одна команда, в которой комфортно всем и спрос со всех высокий. Баблажек нет, зато есть чем гордиться тому же Ярославу Минаеву, приехавшему к нам из Крыма. Я так далеко и уже сам могу зарабатывать, учусь на 2 специальностях. Илинару Дехханову из Мамадыша, который свои 17 учится и работает в департаменте главного энергетика особой зоны. Если вот эти 2 модуля из WorldSkills научиться, научиться им, то можно спокойно в квартире полностью поменять проводку. Айгуль Багаудинова из Казани. Я бы, наверное, хотела остаться в Алабуге. Здесь перспективы. Да, здесь больше перспектив. И молодому дарованию в области робототехники Максиму Маратканову. Я себя вижу в Алабуге, конечно же.
На предприятии одного из резидентов как главный технолог. Несмотря на то, что по окончании Алабуга политех у ребят свободный выбор, куда пойти работать дальше, подавляющее большинство из них мечтает построить карьеру именно в особой зоне. Их выбор понятен и даже очевиден. Однако эти специалисты, как мы уже сказали, нужны еще вчера. Поэтому призыв от нашей Алабуги на Таймс-сквер в Нью-Йорке обращен вовсе не в пустоту, а вполне конкретным людям и специалистам. Чем же вы будете их завлекать, задаем вопрос Тимуру Шагивалееву, помимо комфортного офиса, условий по жилью и интересной работы. Отвечая на ваш вопрос, мы должны сделать им лучшее предложение в мире, в том числе по деньгам. И действительно, мы хотим, чтобы наши вернулись. Мы действительно хотим, чтобы наши вернулись. Если вы не заметили, наша страна конкурирует, наши корпорации конкурируют с ведущими мировыми корпорациями на всех фронтах. И мы обязаны выиграть эту конкуренцию. Пора возвращаться домой. Тимур Бекмурзин, Дмитрий Шлемин. 7 дней.